Игра с куклой, казалось бы, занятие легкое, однако это далеко не так. Работа актера кукольного театра сложна, и чтобы стать мастером своего дела, нужно уметь нести свое мастерство и искусство. Дугурхан Хаутиева – кукольник и актриса по призванию. Своих юных зрителей она приветствует уже более 30 лет. Ее собственный роман с театром начался в 16 лет. Переступив порог театра кукол в 1981 году, женщина осталась здесь надолго. Правда, тогда она мечтала стать врачом, но случай сыграл ее в судьбе решающую роль. Всегда мечтала быть врачом. Сдала документы в медицинское училище города Грозного, тогда Чечено-Ингушская ССР была, и шла мимо театра кукол тогда, и увидела объявление. Там висело объявление, что набираются юноши и девушки, знающие ингушский язык, владеющие ингушским языком. Не знаю, просто зашла посмотреть. На тот момент у нас директором театра была Цалоева Фатима, и меня спросили, начали задавать вопросы, насколько я хорошо знаю ингушский язык. Пообщалась с ними, они мне стих дали прочитать. С тех пор, по-моему, я и остался. Мне было 16 лет на тот момент. Это было в 1981 году. В этом году было 35 лет моему творчеству в марте месяце. С тех пор работаю. Кукольники – детские люди. Общаясь с актрисой, невольно приходишь к мысли, что кукольники в большей степени дети, в которых еще не уснул ребенок. Для них важна непосредственность и эмоциональность, то, что свойственно детям. И как-никак, основой актерского мастерства является принцип перевоплощения. За свою профессиональную Дугурхан Гирихановной карьеру сыграла немало ролей. Была трижды награждена премией «Дашулик» в номинации «Лучшая актриса года». Дугурхан Хаутиева, как работник ТЮЗа, скажем так, один из основателей этого театра, начнем с этого, профессионал своего дела и ответственный работник, человек добрейшей души, всегда готовый помочь, готовый поддержать в любую секунду. Она очень многогранная актриса. Она очень ответственная актриса, она понимает роль, которую ей дают, и ее очень красиво старается выставить и показать детям, так, чтобы эта роль ее запомнилась для тех, кто сидит в зале. Спектакль был «Аленький цветочек», она играла в этом спектакле Настеньку. Я сидела в зале, первый спектакль, когда смотрела, и видела, как она играет. Мне впервые в жизни показалось, что я не мультик смотрю, а воочию окунулась в историю этой сказки и увидела, настолько было трогательно ею сыграна эта роль, что даже дети, которые сидели рядом со мной, плакали, когда это чудовище, как знаем мы в этой сказке, потом превращается в юношу, как она плакала, звала его, бегала по этому лесу. Актер-кукольник – очень интересная, но тяжелая профессия. Ведь огромная нагрузка идет на руки и колени. Бывает, что актеры стоят на коленях по 40 минут, а куклы, которые они удерживают тростью, весят по 5 килограммов. Но Дугурхан Гирихановна уверена, что главная награда – детский смех из полного зала – стоит того. Самое приятное – это когда дети уходят. Сейчас выходят дети после спектакля, я говорю, что они так тихо уходят. В основном мы привыкли, что они такие буйные, обсуждают спектакль. В театре кукол теперь говорят, актеры и зрители общаются между собой через отношение мастера к своим куклам. И здесь очень важно, чтобы кукольник искренне верил, что они обладают душой и разумом и прекрасно осознают, что происходит вокруг. И тогда ничего не может заменить магию куклы, ожившей в руках такого мастера, как Дугурхан Хаутиева, который по праву является большим талантом и мастером сцены. Оглянитесь, герои рядом, они живут среди нас.